Окей. Здравствуйте. Доброе утро, уважаемые эксперты. Разрешите нам начать подготовительный день. У нас завтра день проведения демонстрационного экзамена для группы КЭП-18 из Якутского колледжа инновационных технологий. Меня хорошо слышно, да? Да. Ага. Так, сейчас я свой звук прибавлю. Работать будем согласно СМП плана. Сегодня у нас с 8 до 11 работа, завтра с 8 до 9, возможно, чуть позже задержимся. Сегодня у нас проверка готовности проведения демонстрационного экзамена. Я должна заполнить акт о готовности, отправить в Союз, проверить, все ли эксперты на местах, все ли участники подключились, готово ли техническое сопровождение, подготовлена ли вся документация, и отправить этот акт проведения WorldSkills. Давайте мы познакомимся. Игнатьева Наталья Петровна. Здравствуйте. Наталья Петровна, мы вчера работали. Наталья Петровна, она начальник планово-экономического отдела Республиканского техникума интерната для медико-социальной реабилитации инвалидов. И Оконешникова Наталья Семеновна. Наталья Семеновна, она... Здравствуйте. Наталья Семеновна, зам главного бухгалтера финансово-экономического колледжа, из финансово-экономического колледжа. И так, третий у нас эксперт
Чебыкина Мария Артуровна. Мария Артуровна у нас... Вы слышите меня, да? Мария Артуровна, слышно? Слышно? Ага. Мария Артуровна у нас преподаватель Якутского гуманитарного колледжа. Все верно? Все верно. Хорошо. Мария Артуровна, у вас звук будет, да, на демонстрационном экзамене? Потому что вас не слышно. Звук будет? Наушников нет? Угу. Если какие-то проблемы будут со звуком, вы можете в колледж подъехать. Здесь... Завтра, да? Завтра я подъеду. Хорошо, здесь быть экспертом. Так, сверку состава экспертной группы мы провели. По распределению обязанностей по проведению экзамена между членами экспертной группы. Значит, нам необходимо будет вести хронометраж, то есть мы должны отслеживать студентов, чем они заняты, имеются ли посторонние лица рядом, у всех ли бесперебойно включена видеотрансляция. Поэтому я прошу экспертов распределиться в первой половине с 9 до часу, чтобы обязательно было наблюдение. Во второй половине, так как начнется уже проверка первого модуля, я буду следить за ними сама, но камеры прошу оставить включенными. Также при подведении итогов и, возможно, при демонстрационном экзамене к нам будут подключаться с дистанционным аудитом из Союза, и, возможно, будет присутствовать еще независимый наблюдатель, это представитель члена экзаменационной комиссии по ВКР с Якутского колледжа инновационных технологий. Скорее всего, наверное, Маркова Лариса Леонидовна, мы с ней работали, она заместитель директора там по учебной работе. Так, что еще у нас? Мы сегодня должны будем пройти инструктаж экспертной группе по охране труда и техники безопасности, провести регистрацию участников. Тоже участники все пройдут инструктаж и распределить рабочие места. Ну, в принципе, эксперты необходимы до подключения участников, после подключения я с ними буду работать по распределению мест, по инструктажу. Если вы хотите, вы можете присутствовать, если... Ну, в принципе, нет необходимости обязательного участия при инструктаже экспертов, поэтому можно отключиться будет. Завтра необходимо подключиться 8:00, и экзамен начнется с 9, до этого будет идти подготовительная работа. Сейчас я вам продемонстрирую еще раз наш план работы. Так, где у нас план работы? Распределение ролей. План проведения демонстрационного экзамена. Это у нас Якутский колледж инновационных технологий. 20 июня день выполнения задания. Вначале будет допуск к экзамену участников на основании документа, удостоверяющего личность. Они должны будут нам показать все паспорта свои. Я прошу экспертов тоже при себе иметь паспорт, потому что если будет независимый аудит, могут запросить. Брифинг экспертов лучше провести нам после ознакомления с заданием, потому что обычно у ребят вопросы возникают, когда с заданием ознакомлены. Поэтому мы сначала ознакомим их с заданием. Я вам где-то уже, как задание получу, после 8:00 направлю на ваши почты. Значит, потом ознакомим мы их с заданием, правилами выполнения задания.
прошу тоже вот подключиться к ознакомлению с заданием, потому что многие начинают пора путаться. Допустим, кто-то начинал чертить таблицу бухгалтерского баланса. Сейчас участники подключатся, если все согласны, я хотела бы им сообщить, чтобы они уже заранее подготовили вот эти в Word-варианте бухгалтерскую отчетность, потому что вся отчетность, которая приходит, она в формате PDF по анализу. И когда заполняется второй модуль, некоторые начинают чертить эти таблицы, чтобы времени на техническое исполнение не тратили, а сконцентрировались на самом задании. В принципе, я думаю, что можно сказать, чтобы они Word-вариант отчетность подготовили. Потом у нас два эксперта уже имеют опыт, ознакомлены с заданием, там какие технические ошибки есть, которые могут повлиять на работу участников. Прошу тоже акцентрировать, что направить их, как они должны выполнить эту работу, в каком виде предоставить. Затем будет проверка на момент обнаружения материалов, инструментов, запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами. Мы попросим их включить рабочие столы. Проверка будет больше такая формальная, потому что фактически мы не можем видеть их рабочее место полностью. С 9 до часу будет выполнение участниками модуля 1. Затем они до часу должны будут закрыть свои базы 1С. С часу до 2 у нас обед. И с 2 до 6 выполнение участниками модуля 2. В это время, когда модуль 2 выполняют, эксперты подключаются к проверке первого модуля. В 6:00 завершается демонстрационный экзамен для участников. После 6 формируются документы, оценочные ведомости, итоги подводят, сверка баллов и заполняет итоговый протокол. Составляется отчет о проведении демонстрационного экзамена и подписывается всеми экспертами. Вот в таком плане будем завтра работать. Если будет сбои в оборудовании участников, будет составляться протокол о нештатных ситуациях, и время будет останавливаться. Допустим, если на полчаса, на 15 минут отключился студент из-за отсутствия интернета или отключения света, будет составляться протокол, и это время будет продлеваться. Но если студенты отлучаются от рабочего места по личным каким-то нуждам, поесть, попить, поговорить, выйти в туалет, то это время будет идти, время не останавливается. Если только непредвиденные нештатные ситуации возникают, тогда можно составить протокол. Все это, конечно, не очень хорошо, потому что все это прописывается в отчете, что были нештатные ситуации. У нас будет вестись прямая видеотрансляция, также будет включен таймер, мы будем следить за временем. Самая такая объемная работа – это заполнение всех ведомостей. Там очень много по каждому критерию ведомостей. Есть судейские оценки, есть объективные оценки, потом нужно будет их свести, вывести общий балл. До этого нужно все проверить и потом уже заполнить все эти ведомости. Участников у нас 10 участников, поэтому, скорее всего, завтра будем допоздна работать. Если совсем устанем, наверное, на послезавтра подписи я в ведомостях соберу. Постараемся, конечно, нам нужно все сразу загрузить. Вот первичные документы, там очень много. Вчера вот мы на 3, на каждого эксперта распечатала 24 страницы. Если на 10 это где-то 100 страниц надо будет заполнить и подписать. Посмотрим. Конечно, желательно все в тот же день сделать. Отчет мы точно в тот же день загружаем, итоговую точно. Баллы тоже вносим в тот же день. А если не успеем, то вот эти первичные ведомости на
завтра оставим. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы вас уже не дергать, все сразу собрать, все сразу заполнить и завершить демонстрационный экзамен. Может быть, вопросы есть? Ну, в целом у нас здесь в колледже тоже санитарный такой эпидемиологический режим, поэтому если приходите в колледж, как бы особо там афишировать не будем, где-нибудь в кабинете соберетесь, потом что в итоге подвести. Потому что тоже у нас такие требования, чтобы в одном кабинете один человек находился. В принципе, вот 2 комиссии работали, они потихоньку тоже собирались, так легче обсуждать итоги, да, вместе. Ну, или же онлайн. Если будете онлайн, то мне нужны будут ваши адреса, чтобы после подведения итогов я смогла собрать подписи и ехать к вам. Наталья Семеновна, здесь будете, да? Я к 2, наверное, подойду, да? Наталья Петровна, ага, хорошо. А Наталья Подойду. Семеновна? К часу. Хорошо. Да, я подойду на работу. Ага. Мария Артуровна, вы? Тоже здесь, да? Хорошо. Ну, тогда вам будет намного легче как бы подвести итоговую ведомость. И мне будет легче собрать подписи все. Может быть, какие-то вопросы возникли? Вопросов нету. Ну, вот задание, судя по тому, что отправляют, может быть, или даже то же самое повторится, да, или же похожее, только меняются вот сами значения. Поэтому, в принципе, кто уже работал, да, будет легче сориентироваться. Я вот на 2 колледжах сидела, и абсолютно идентичные задания. Ну, вариант попался тот же. Там несколько вариантов, они могут меняться, но могут и они совпасть. Вот 2 колледжа, которые сдавали, у них было все идентичное. Поэтому будет, наверное, легче проверять, потому что уже опытные, как бы уже с заданием приблизительно знакомы. И студентам, конечно, надо, многие недопонимают, разъяснить, что и как от них требуется. Потом задания очень объемные, некоторые просто не успевают его выполнить. Уже надо как-то их настроить, что задания, они объемные. Ну и внимательность, конечно, нужна. Вопросы есть? Нет вопросов? Ага, пока у нас участники, по-моему, не подключились. В зале ожидания никого нету. Ну, я надеюсь, что все подключатся, потому что на пробном экзамене, когда мы с ними подключались, там у 2 были проблемы со связью. Надеюсь, что таких проблем не будет. Мы администрации колледжа сообщали, чтобы они обеспечили явку всех участников. И необходимо будет создать вам общую электронную почту, чтобы студенты направляли туда задания по модулю 2. Если у нас задания, которые будут в 1С по первому модулю, они будут сохранять сразу в базе, то задания модуля 2, они должны будут вам скинуть на почту. Потом после выполнения, завершения демонстрационных экзаменов всех, вы мне дадите логин и пароль от этой почты. Мы все, у нас же в рамках ГИА все проходит, документы должны храниться 5 лет, поэтому мы все работы соберем, все вот эти ведомости с подписями, все будем хранить, отчеты. Ну и в рамках ГИА у нас Рособорнадзор может проверить, могут что-то Союза запросить, поэтому все собираем, в итоге компонуем и храним. Те колледжи, которые участие принимали, отчеты, ведомости я им направила. Если необходимо будут работы студентов, я тоже с ними созвонюсь, все это как бы передадим. Всю информацию, которую могут запросить проверяющие органы. Это в последующем там при аккредитации, лицензировании, их внеплановых проверках.
Вопросов нету? Ну, хорошо, всем удачного дня. Я надеюсь, что мы завтра закончим пораньше. Ну, не пораньше, хотя бы к 11 бы закончить. Все-таки 10 участников. Ну, завтра у нас последние дни в финансово-экономическом колледже, поэтому после вздохнем уже спокойно, займемся текущей работой. Спасибо всем. Ага. А мы можем использовать ту почту, которую до этого использовали? Да, можете. Наталья, Вы да, Наталья Семеновна, вы тогда те работы, которые там есть, пожалуйста, мне перекиньте на почту, их удалите. Хорошо. Ага. Хорошо. Я сформирую документы, Айсену Гавриловичу передам, он там на дисках все сохранит. Хорошо. И логины и пароли от этих баз студентов я завтра с утра вам отправлю. Чистые базы должны быть. Базы тоже вам нужно проверить до начала демоэкзамена на предмет того, что там ничего нет. Начали у наши участники подключаться. В зале ожидания сидят. Так, ну давайте. Может быть, вы на них посмотрите, да, потом отключитесь. Что за у нас студенты принимают участие. Вот я вижу 3. И прошу завтра ваши фамилии, имена, отчества вот внизу написать. Мария Артуровна, у вас администратор стоит. Фамилия, имя, отчество полностью. Включаются участники. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Так, я вижу, подключились у нас 1, 2, 3, 4, 5 пока. 5 участников. Всего у вас должно быть 10. Сейчас мы зал ожидания отключим, чтобы сразу подключение. Ребята, я прошу вас завтра писать фамилию и имя полностью. Вижу Алексей только имя. В Zoom, когда регистрируетесь, писать фамилию, имена полностью. Аня, Иннокентьева Аня, Петрова Ирина, Антонова Саина, Юлия Челикова, Нарыя Афанасьева, Алексия. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще 4 нет. Немножко подождем. Вот Айсена Григорьева подключается. Немножко подождем, я сделаю перекличку. Все ли включились? Представлю вам наших экспертов, и мы начнем работать по плану подготовительного дня. Пока 7 человек. Еще 3 нет. Также прошу, когда будет демонстрационный экзамен, не садиться спиной к окну, чтобы не было бликов. Юлия Челикова, вам нужно будет как-то развернуться. У вас сзади отсвечивание идет. Восьмой человек подключился, Розалия. Ребята, кого еще нет, вы же знаете своих, да, однокурсников? Посмотрите, пожалуйста, в списке участников, кто у нас не подключен. Восемь человек, еще ждем 2. Пока вы ожидаете, я сейчас список выкатаю участников.
Вижу, еще один участник подключился. Так, давайте мы сделаем перекличку. Антон Васаина здесь? Здесь? Угу. У вас со связью все нормально, да? Да, нормально. А вы с камеры какой зашли? С ноутбука? Хорошо. Видимость хорошая. Видно вас тоже хорошо, расположение нормальное. Афанасьева, Нарыя? Здесь. Нарыя тоже у вас все нормально, да, со связью? В базу 1С входите. Григорьева Исена? Здесь. Угу. У вас видимость тоже хорошая. Вы камеру с ноутбука, да, подключили? Да. Хорошо. Еремеева Ангелина. Сейчас попозже. Пока нету ее, да? Иннокентьева Анна. Ага. У вас связь хорошая, Анна, да? Да. Угу. В базе работаете 1С. Петрова Ирина. Здесь. Петрова Ирина где? Ага, все, увидела. Связь нормальная, Ирина, да? Да. Хорошо. Прокопьева Саргалана. Здесь. Саргалана, у вас камеру немножко отодвинуть надо, чтобы мы вас видели полностью. Все хорошо? Желательно вот как-то, ну, вот как примерно я, как Нарыя Афанасьева сидит, чтобы было видно полностью. Пол лица должно быть. Хорошо? Камеру свою настройте на завтра. Стручкова Алексия. Алексей, вам нужно будет тоже камеру чуть отодвинуть, чтобы лицо было видно полностью. Вот. И переименовать. Фамилию обязательно впишите. У вас только имя. Таныкова Розалия. Здесь. А Розалия тоже переименуйте, чтобы фамилия была. Хорошо. Фамилия, имя. Так, и Челикова Юля. Да. Ага, хорошо. Еремеева Ангелина подключилась? Да. Где Да, Ангелина? здесь. Здравствуйте. Ангелина, камеру включите. Здравствуйте. Ангелина, вам нужно будет сесть так, чтобы сзади не было бликов от окна. У вас изображение плохое. Хорошо? Да, хорошо. Разверните свой ноутбук или компьютер так, чтобы ну, желательно сесть лицом к окну, чтобы было хорошо видно. Угу. Сзади, за спиной окно не нужно, потому что блики идут. Так, вроде наших экспертов оценивания. Меня зовут Солдатова Галина Федоровна, я являюсь организатором. Главным экспертом. К оцениванию отношения не имею, только организую ваше участие экспертов, составляю документы. Ну и веду площадку, работаю с базой, ПСР, цифровой платформой, ну, отвечаю в целом за проведение демонстрационного экзамена. Судейство осуществляют эксперты оценивания, которые назначены Союзом. Они не являются работниками, сотрудниками вашего образовательного учреждения, не имеют отношения к вашей подготовке. Это сторонние эксперты, требования Союза такие. Есть представители из числа работодателей, есть представители из педагогического состава, соответствующего профиля подготовки, тоже финансово-экономического. Это у нас Игнатьева Наталья Петровна, начальник планово-экономического отдела. Наталья Петровна, слышно? Угу. Начальник планово-экономического отдела Республиканского техникума интерната, медико-социальная реабилитация инвалидов. Тоже наше учреждение среднего профессионального образования. Также Оконешникова
Конечникова Наталья Семеновна, это заместитель главного бухгалтера финансово-экономического колледжа, тоже представитель работодателя. Наталья Семеновна. Да, здравствуйте. Мгм. И так, третий у нас эксперт, это представитель педагогического сообщества Чебыкина Мария Артуровна. Мария Артуровна здесь? Мария Артуровна, видимо, уже отключилась, но завтра вы с ней познакомитесь с утра. У нее были небольшие проблемы со звуком. Это преподаватель Якутского гуманитарного колледжа. Ну, то есть все представители у нас соответствуют, и все представители сторонние, они прошли обучение на экспертов оценивания и назначены Союзом. Работать мы будем завтра согласно плана проведения демонстрационного экзамена СМП-плана. Уважаемые эксперты, если вам необходимо, вы можете отключиться, со всеми познакомились. Встретимся завтра. Спасибо большое. Так, ребята, смотрим на экран. Я вам покажу наш план проведения демоэкзаменов. Мой экран видно? Да. Угу. Сегодня у нас проходит регистрация участников демонстрационного экзамена. То есть я должна подтвердить, составить акт готовности, что все эксперты, участники готовы, что готова площадка, что технически тоже все соответствует. И отправить акт о готовности в WorldSkills. Так, дальше у нас будет инструктаж по охране труда и техники безопасности. Я должна буду собрать протокол. Уважаемые эксперты, вы отключились, да? Эксперты отключились? Видимо, отключились. Должна буду составить протокол. Сейчас, подождите, ребята. Так, у нас сегодня должен пройти инструктаж участников по охране труда и технике безопасности. Вы должны будете мне направить расписку 1 об ознакомлении с инструктажом. Дальше пройдет жеребьевка по распределению рабочих мест. Жеребьевка, она у нас будет больше номинальная, так как вы все участвуете из дома. Я должна вас ознакомить с графиком работы, что в данное время делаем. Заполнить протокол о распределении рабочих мест.
Так, далее. Далее. Так, вы должны будете завтра подключиться в 8:00 ровно. Мы проверим работу вашего оборудования, осуществим допуск. Обязательно при себе иметь паспорт. У вас есть паспорт? У всех? Да, У кого-то есть проблемы, допустим, меняете паспорт или потеряли, или у всех есть? у меня есть. Мгм. Если у вас отсутствует паспорт, то можно вместо паспорта предоставить студенческий билет показать или зачетную книжку. Допуск осуществляется по паспорту, студенческому билету или зачетной книжке. Дальше в 8:30 брифинг проведем после ознакомления с заданием, так как вопросы обычно к экспертам не возникают до ознакомления. Я вас ознакомлю с заданием и правилами выполнения задания, то есть покажу ваше конкурсное задание. Дальше проводится брифинг экспертов, то есть вопросы-ответы. Вы задаете вопросы экспертам, они вам дают ответы. Дальше проводится проверка на момент обнаружения материалов инструмента, запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами. Вы должны будете показать ваши рабочие столы через презентацию. Я даю вам доступ, демонстрировать экран всем участникам, и вы нам показываете. Ну, проверка больше, конечно, номинальная, потому что мы ваше рабочее место не видим, что у вас на столе лежит. Можем посмотреть только экран вашего рабочего стола. Дальше с 9 часов я включаю таймер. Ровно в 9:00 вы начинаете выполнять модуль 1. Задание состоит у вас из 2 модулей. Ровно до часу вы закрываете базу 1С. С часу до 2 у нас обед. Затем в 2 часа я опять включаю таймер. С 2 до 6 вы выполняете модуль 2. 4 часа. На каждый модуль дается 4 часа ровно. Если вы отлучаетесь по своим нуждам, попить, поесть, поговорить, отлучиться в туалет, время не останавливается, вы тратите свое время. То есть с 9 до часу кто-то отлучился от рабочего места, время ваше идет. Когда вы отходите от рабочего места, чтобы мы вас не потеряли, за вами будет видеонаблюдение, вы мне говорите, можно выйти, можно, ну, как бы можно отлучиться, да, или выйти. Я говорю, идите, но ненадолго. Если у вас резко отключили свет или резко пропала связь, да, затем она пришла, я составляю протокол нештатной ситуации, и ваше время продляется на то время, на которое отключился интернет. Но желательно такого не делать, потому что могут, действительно ли отключали свет, действительно ли уходил интернет, запросить документы там с администрацией, с Ростелекома, действительно ли была такая нештатная ситуация. Поэтому желательно, конечно, настроить свою связь и работать согласно нашему плану проведения. В 13:00 все эксперты должны получить задание по модулю 1. То есть вы базы закрываете, они там все видят, кто сидит в базе, кто не сидит. Поэтому во время обеда ничего не пытаемся доделывать. В 13:00 базы закрываем. То есть вы из удаленного стола должны выйти. Дальше с 2 до 6 выполняется второй модуль. Это у нас составление отчетности и анализ.
Значит, до 6:00 я попросила экспертов создать их общую электронную почту. Вы отправляете не мне, расписки отправляете мне все, да, сейчас с ознакомлением, а задания отправляете сразу на электронную почту экспертов. Они мне скинут адрес, я вам в группу перекину. То есть задание идет не через меня, а напрямую к экспертам оценивания. Значит, время указано, когда письмо получено. Письмо они должны получить с вашей работой до 6:00, до 18:00. Поэтому за пару минут необходимо задание отправить, чтобы оно у вас своевременно дошло. Во время того, как вы будете делать второй модуль, с 2 до 6 эксперты будут проверять ваш первый модуль, ваши базы и заполнять оценочные ведомости. После 6 эксперты оценивают модуль 2, заполняют оценочные ведомости. Затем мы подводим итоги, сверяем баллы, составляем отчеты, итоговый протокол и завершаем работу. Ну, времени вот с 7 до